Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаммы дустар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость, мой старый давний знакомый Максим Хузахметов, участник и сторонник такого движения, как Ингерманландия или Свободная Ингрия. Максим, добрый день. Добрый день, Руслан. Рад видеть, слышать. Добрый день всем. Да, тоже рад тебя видеть. Ты у меня первый раз на канале, надеюсь, не последний, потому что я тебя часто вижу в других эфирах, и ты очень говоришь ярко, красочно, опираясь на исторические факты. Твои доводы очень тяжело, скажем так, опровергнуть, и контраргументы привести тяжело. Поэтому с тобой очень редко я видел там несколько дебатов, которые ты проводил с так называемыми хорошими русскими. И я вижу, что не очень охотно они вступают в дебаты, потому что, как правило, бывают опровергнуты. И вот сегодня Максим хотел поговорить вообще, то есть познакомить своих зрителей моего канала с вообще движением Свободная Ингрия, Ингерманландия. Вот кто не знает, я как бы коротко скажу, что я знаю, как бы, возможно, ты остальное дополнишь. Свободная Ингрия, движение Свободная Ингрия, Ингерманландия, она планирует в момент кризиса, распада или вообще кризиса власти взять власть в свои руки, активисты этого движения, возможно, и сегодняшнюю территорию Ленинградской области и города Санкт-Петербург, который находится в этой же области, создать из нее отдельное независимое государство под названием Ингерманландия или Ингрия. Если это коротко, очень обобщенно. Вот если это не так, пожалуйста, поправь меня. Если это так, то, пожалуйста, разверни. Что это будет, как это будет происходить и так далее. Да, все верно. Крах Путинской империи неизбежен. Или если бы она была не путинская, еще какой-то. Это последняя империя на Земле, совершенно искусственная, образовавшаяся исключительно путем завоеваний. И только вот слабость Европы и Америки позволяет Путину до сих пор, в принципе, вот оружием только удерживать всю эту империю, но она все равно обречена на распад, и когда все это начнет сыпаться, то образуются не только государства на территории бывших национальных автономий или образований, в частности, Башкортостан, там совершенно очевидно, что это будет независимое государство, но в том числе не сохранится целостности и в регионах, где господствует русскоязычное население, потому что, экономически мало связан наш регион на северо-западе, прости господи, название Ленинградская область, совершенно искусственное, оно никак не сохранится, конечно. Вот будет Ингрия, Ингерманландия, Петербург, но точно имя Ленина там не останется. Так вот, и Дальний Восток, или Урал, это все совершенно отдельные территории, которые сами по себе будут существовать, и неважно, на каком языке там будут говорить. В моем случае, да, Ингрия – это просто историческое название. Ему больше 1000 лет. Когда-то проживали в основном вокруг Невы в этой области финно-угорские народы, которые, к несчастью, в ходе русификации, ассимиляции, доконали их уже в сталинские времена с помощью депортации. Это в основном финноязычные или очень близкородственные к ним народы, исчезающие, они так и называются, там носителей десятки, в лучшем случае сотни людей, Ижора, Воти, Вепсы, получше с карелами и с финнами, но, как я сказал, с территории нашего региона они все были депортированы, без права возвращаться. Вот такая печальная реальность. Но имя-то сохранилось и осталось, уж точно не имя Ленина. Это просто нынешние региональные власти, в области особенно, но там уже какое-то безумие, потому что они, когда проводят какие-то свои патриотические праздники или какие-то мероприятия, все время упоминает только Ленинградскую область, и звучит это так, что вот когда благоверный князь Александр Невский боролся с врагами православия, то боролся он на территории Ленинградской области и спасал Ленинградскую область от шведов, например, или от немцев. И все, и как будто другого названия не было. Что, конечно, бред и безумие, а, собственно, название Ингерманландия, оно как раз-таки шведское, потому что в начале 17 века весь регион стал частью шведского королевства, и до завоевания Петра I так и был частью Швеции, когда вот образовался и герб ингерманландский, и само название закрепилось, и Петр I как раз-таки, конечно же, шел завоевывать не Ленинградскую область, а Ингерманландию, в документах это все писал, и когда
смог эти территории завоевать, то он так и назвал. Сначала, это провинция была Ингерманландия, потом Ингерманландская губерния, и только гораздо позже появилось название Санкт-Петербургская губерния. И когда Петербург себе в итоге вернул родное имя в 91 году, то по недоразумению название Ленинградской области сохранилось, но, наверное, надо еще пояснить, не всем это понятно. Это два разных субъекта в нынешней запутанной системе административной. Санкт-Петербург – это одно образование со своим губернатором, а Город область – это федерального другое значения, образование. да? Город федерального значения, отдельный город. Да, но тем не менее, формально это два таких одинаковых субъекта с точки зрения Кремля, колонии, конечно же, все равно, но тоже, чтобы все понимали, правительство области, оно вовсе не в области находится, а сидит точно так же в Санкт-Петербурге, буквально напротив Смольного, где сидит правительство Санкт-Петербурга, поэтому это все искусственное недоразумение. В случае с независимой Ингрией, конечно, будет тоже ликвидировано, да и вообще не факт, что столица останется в Санкт-Петербурге, это огромный мегаполис, не очень-то удобный, я считаю, что правильнее было бы строить столицу где-нибудь в другом месте. Суммируя, соответственно, да, все, что я сказал, когда все это начнет сыпаться, когда будет крах, сценарии могут быть разные. Про это можно вести какие угодно дискуссии, будет ли это все по образцу распада Советского Союза, сравнительно мирному. Да, были заключены Беловежские соглашения, например, всего 3 регионами, это Беларусь, Украина и Россия, а в Центральной Азии все это восприняли как шанс объявить о собственной независимости. Балтийские республики до этого уже объявили о том, что им Советский Союз не нужен, они будут считать сами по себе. Но, в общем, за исключением каких-то отдельных, можно даже сказать, окраин этой советской империи, все прошло достаточно мирно. В Эстонии никто не погиб, в Украине никто не погиб, в Беларуси ничего страшного не случилось, а эти регионы обрели полную независимость. Это был бы, конечно, прекрасный сценарий, но сейчас, мне кажется, уже маловероятным. Скорее, может быть, что-то похожее, когда был мятеж Пригожина, когда все это могло начать рушиться, и, конечно, тогда в регионах к власти пришли бы какие-нибудь малосимпатичные феодалы, которые, конечно же, говорили бы о том, что они защищают интересы наших жителей, нашей области или нашей республики, чтобы не допустить каких-то беспорядков. Мы с местным руководством МВД, РУВД, прокуратуры вводим контроль. Но это самый как раз-таки более очевидный сценарий. Но распад империи просто избавит не только Украину от вторжения, но позволит в каких-то случаях, как я считаю, у нас на северо-западе быстрее придет демократия, где-то может быть посложнее, но во всяком случае агрессивная империя исчезнет, и дальше будет проще уже так или иначе решать вопросы с созданием демократических, нормальных, современных, проевропейских правительств. Если даже где-то образуется малосимпатичный режим, это по образцу Советского Союза, да, например, не самая симпатичная власть в Туркменистане. Но это не агрессивная страна, она ни на кого не нападает. Когда мне просто говорят, что вы хотите, чтобы вместо России было много Туркменистанов, не Туркменистан почему-то бомбит Украину, убивает украинцев и превращает в пепелище украинские города. И везде не сложатся, конечно, подобные режимы. А еще Туркменистан, кстати, любопытный пример распада. А там не было Народного фронта, там не было никакого движения за независимость. А как только вертикаль власти советская ослабла, то все эти бывшие партийные руководители туркменские, да, можно говорить, не все время говорить «стан», никто на меня не будет меня упрекать каждый раз, да, простите. Не знаю, если меня смотрит очень много представителей Туркестана, сегодняшней Центральной Азии, поэтому могут, конечно, и написать. Я заранее прошу прощения, я очень уважительный, но если вдруг я оговорюсь и скажу не Башкортостан, а Башкирия, простите меня, пожалуйста, уроженца Ленинграда, Санкт-Петербурга, это не шовинизм, конечно же. Максим, привычки. Смотри, получается, что сегодняшняя территория бывшей Ингерманландии вообще, она даже вошла позже, чем Башкортостан, чем башкирские земли в состав этого государства, точнее недогосударства. Как правило, если это народ определенный со своей идентичностью, со своим языком, культурой, традициями и так далее, они опираются на свою идентичность, в первую очередь, опираются на свою историю, что у них когда-то что-то было, там отдельное, независимое. И на основе этого строят или воссоздают свои уже независимые государства. На что опираются представители движения Ингрия? Если я не ошибаюсь, то, по-моему, в начале
как раз 20 века, во времена вот этой вот революции и последующей гражданской войны, на этой территории, на территории сегодняшней Ленинградской области, тоже пытались создать Ингерманландскую республику. Да, Республика Северная Ингрия существовала больше года. Это была пограничная территория между уже советской Россией и независимой Финляндией. К сожалению, это государство, несмотря на то, что оно имело все атрибуты, вот этот флаг там был, там была своя валюта, печатали свои газеты, марки, но это было полноценное государство, хоть и не очень большое. Но, к сожалению, его не признали даже финны, потому что граница проходила чуть севернее, ну, граница, которая существовала раньше, о которой в итоге договорились большевики и в независимой Финляндии, не представляя, как все это может там дальше обернуться именно для финнов. И в итоге, да, это государство прекратило свое существование в 2020 году. Ну, большая часть населения просто перешла границу Финляндии и вернулась, получается, вроде бы там к истокам. К родным это были, конечно же, в основном все финны. Но прецедент такой сам по себе был. А вот возвращаясь еще раньше в эту историю, до завоевания Ингерманландии, на самом деле вот это завоевание московитское, можно так откровенно и говорить, со стороны Москвы, оно проходило дважды. Потому что еще 1000 лет назад регион находился более-менее под контролем Великого Новгорода. А Великий Новгород – это вовсе никакая не Московия, это независимая демократическая республика, вечевая республика, где власть менялась каждый год, где каждый год, причем это повторялось сотни лет, выбирали посадника, выбирали владыку, решали многие другие вопросы, была обширная территория. Ну, понятное дело, что в рамках средних веков это было не идеальное демократическое государство, но тем не менее абсолютно демократическая, богатая торговая республика, которая стремилась в основном решать вопросы не кровавым завоеванием, а все-таки заключением договоров и эти договоры соблюдать. В том числе, да, со шведами, в том числе с немцами, которые активно проникали в страны Балтии, строили свои города, ну вот в частности Рига и Таллин, раньше Ревель, вот эти города возникли в 13 веке. До того еще очень автономно функционировал город Псков, а потом стал тоже независимой республикой. И новгородцы не устроили кровавое завоевание псковичей, да, сердились, писали в летописях, это какой-то младший брат такой непутевый, но тем не менее, ну что ж поделать, будем как-то мирно договариваться. Так вот, и все это закончилось катастрофой, когда пришел, ну тогда они русский мир не называли, московский мир в лице великого князя тогда еще Ивана Третьего. Это было беспощадное, безжалостное завоевание и уничтожение, соответственно, Новгородской республики, когда представители высшей знати были многие депортированы, насильственно увезены в Москву, на их место присылали из Москвы, соответственно, надежных людей, но на этом все не закончилось. Но получается, что и весь регион, соответственно, был включен в состав уже Московского Великого княжества, царства, но это завоевание было, когда пишут или рассказывают собирание земель, вот, ликвидация раздробленности, ну, новгородцы, те, кто дожил бы до вот этих вот рассказов, были бы категорически не согласны, потому что это были сражения, битвы, в том числе вот Шелонская битва, где новгородцы потерпели поражение, но на этом просто все не закончилось. Потом пришла эпоха Ивана Грозного, когда... Это так и называется, новгородский погром, но этот параноик, больной абсолютно человек, у которого любые неудачи, конечно же, связаны были только с тем, что где-то измены есть и предательство. И вот потому, каким кровавым образом он завоевал Казань, где была устроена резня, об этом больше говорят. Но вот о том, что он устроил в Великом Новгороде, лишний раз как-то упоминать неловко, потому что там больше месяца продолжались эти кровавые расправы, почти все население было вырезано, те, кто чудом выжил, был депортирован, и город был заселен фактически заново. Великий Новгород, старый вот вечевой крупный центр. Вот что происходило. А так как у Новгорода были владения, в том числе и на территории Ингрии, ну вот это все и стало частью, соответственно, Московского царства, когда вот приехали уже из Москвы специальные люди проводить вот опись. Ну, большая часть исторических документов новгородские, конечно, почти не сохранились в этом во всем хаосе, который творился с московскими наместниками, пребывавшими на кормлении, наводить по-своему этот порядок, уже никаких выборов. Но вот остались документы примерно с 1500 года, когда проводилась опись деревень, земель в Ингрии. Вот очень много сохранилось подробных сведений о том, кто и как жил. И это были финно-угорские преимущественно народы, да,
принявшие, как правило, уже православие, но сохранявшие свой язык, свою культуру, топонимика там вся оставалась, и все это более-менее функционировало вплоть вот до сталинских времен, вот вся эта печальная участь, потому что население финноязычное на территории, но это в современных границах, уже не исторических, а в современных границах Калининградской области, сократилось в 100 раз. Вот это уже наследие советского безумия. Ну так вот, возвращаясь к этой общей теме, про идентичность еще. Тоже очень важный вопрос, когда спрашивают, так а какая разница, вот что вы, что московит, у вас там тоже была столица империи в Санкт-Петербурге. Ну вот я всем советую прийти для понимания вот, ментального, как все это происходит, на игру «Зенита» и «Спартака» разок. Неважно где, в Москве или в Санкт-Петербурге, лучше, конечно, в Петербурге, чтобы вот ощутить, какая пропасть разделяет сотни тысяч крепких, здоровых мужчин ментально со всей вот этой столицей, которая вот воплощается, ну, для многих именно в «Спартаке», с очень откровенной, открытой неприязнью. Это вот во всем. При всем при том, что многие из них, наверное, тоже и за русский мир, и за вот наверняка там с какими-нибудь, может быть, элементами национализма. Но при этом такое острое неприятие Москвы, от которой нам, петербуржцам, не нужно ничего. Вот ну ничего нам не нужно от Москвы. Там нет ни нефти, ни газа, которых нет у нас в регионе, соответственно. Там нет никакого транзита, выхода к морю этого пресловутого тоже нет. А вот с Башкортостаном, конечно же, просятся сразу же любые экономические связи. И так все и будет происходить. После краха империи все равно все эти связи экономически дальше налаживались. И, оказывается, можно было обходиться прекрасно без метрополии, без вот направленных на кормление оттуда наместников. Ну и вот это все в нашем случае, конечно, этот фактор, то, что вот ты уже упоминал, да, вот парадоксальным образом я слышал тоже вот, ну, какие-то чаще письменные дискуссии. Открытых дебатов хорошие русские боятся, потому что нечего возразить. Ну, например, там часто упрекают, да как Башкортостан выживет, если он будет со всех сторон окружен одним каким-нибудь русским государством, это там, мол, невозможно. То есть, ну, не подразумевается, что само по себе государство распадется, что все-таки будет соседний независимый Татарстан. Ну, так вот, но даже если бы эти аргументы как-то принимались в каких-то внутренних, да, там, образованиях, то в нашем случае этот аргумент не действует, потому что наш регион не просто имеет выход к морю, хотя это не важно, потому что как существует Чехия, процветающая Швейцария, Австрия, у них нет выхода к морю, как же они тогда живут? И нефти и газа тоже ни у кого нет, непонятно, как они живут. Ну так вот, но раз уж так нужен этот выход к морю, то он есть, как вот назло. Более того, есть еще и границы государственные, страшно сказать, со странами НАТО, с Финляндией и с Эстонией, то есть и здесь тоже, ну, никакой изоляции не может быть. Ну и дальше вот там сам по себе мегаполис и в настоящее время регион рентабельный. И разговор о том, что без нефти никто не выживет, бессмысленный, потому что тогда непонятно, как существует Эстония, независимая или Финляндия. Понятно, что можно без всего без этого выжить. Ну и вот дальше все вот это вот расстройство хороших русских, как правило, москвичей. Это вот у них что-то вот личная какая-то боль. Вот что как же это так? Без нас, без московского старшего брата никто ж прожить не может, потому что с выходцами из Сибири или с Урала, с Дальнего Востока все гораздо проще и легче. И даже с юга России, которые могут быть патриотами России изо всех сил, но очень не любят Москву, и в том числе это... Хватит кормить Москву. Вот там простой, понятный вопрос для любого референдума, с которого потом начинается путь к независимости в любом регионе. Кто хочет кормить Москву? Особенно вот если все это оборачивается чем? Не строительством же больниц или детских садов, а войной, агрессивной отправкой на нее в качестве пушечного мяса сотен тысяч жителей не из Москвы, как правило, а из других регионов. Ну вот в Башкортостане в том числе печальная ситуация. Но это вот коротко, если вот так вот общий обзор, а Да. дальше готов подробнее ответить. Максим, вот согласен, да, то есть все, что ты сказал, конечно, все правильно, и все вот эти миловские слова о том, что без выхода к морю невозможно существование там независимого государства, это, конечно же, смешно. И у действительно перспективы, территориальные перспективы, вообще экономические перспективы у такого региона, как Ингерманландия, очень высокие и большие. Однако, ну я сейчас немножко побуду таким адвокатом дьявола, и вот некоторые скажут, ну вот башкиры, понятно, у них там есть идентичность, у них там есть там своя культура, язык, традиции, они опираются вот на свое вот это, там татары тоже, там чеченцы тоже.
на что будут опираться вот жители сегодняшней вот этой Ленинградской области, города Санкт-Петербурга. Потому что, ну да, последние годы, конечно же, движение Ингри, оно действительно выросло очень сильно. И мы помним, да, и Оксимирона, рэпера Оксимирона в своей песне, как он упомянул, Ингри будет свободной, и там миллионы просмотров набрал. Мы помним и Олега Куваева с его «Масяни», где он там уже нарисовал, в принципе, показал будущую свободную Ингрию. И не только свободную Ингрию, он там и другие государства показал. Однако все равно большая часть населения, да я уверен в этом до сих пор, это действительно русскомировцы. Это люди, которые боятся. Как правило, люди, возможно, бы и рискнули, но они боятся неизведанного, боятся вот, перемен вот этих, а это будут радикальные, кардинальные перемены. Люди всего этого боятся. И как вы их будете убеждать? На что вы будете опираться? Вот ну, представим, крах произошел, все там в Москве началась смута, борьба кланов за власть, и вот вы предоставлены сами себе. У вас есть возможность. Вот как вы будете действовать так, чтобы вот убедить население, что нужно отделяться и строить независимое государство? Даже не республику в составе федерации обновленной прекрасной России будущего. Ну вот мы не упомянули один из сценариев, как вся эта империя разрушится. Это вообще-то оккупация и внешнее управление, что я лично считаю было бы идеальным вариантом, чтобы вот в нашем случае на северо-западе там много сил не нужно. Несколько батальонов эстонской или финской армии в Санкт-Петербурге для Максим, надежности. давай сразу исключим этот вариант, потому что никто оккупировать ядерную державу не будет. Вот так говорите, опять странно, почему никто, почему это невозможно, потому что этого не может быть никогда. Посмотрим, как все будет развиваться. Пока что весь этот вопрос вместо остального мира, в том числе и Соединенных Штатов, и НАТО, все делает Украина. И неизвестно, как все сложится, если Украина одержит военную победу, во что я очень верю и всячески желаю Украине держать военную победу, но не для того, чтобы просто Путин подписал капитуляцию, а дальше снова начал готовиться к новой войне, а для того, чтобы взять под контроль, хотя бы в том числе и Москву, и там разместить какие-то свои части, чтобы вот эти бывшие вагнеровцы, бывшие СВОшники, недобитые, у которых точно сознание никогда уже не изменится, реваншисты, чтобы не собрались вместе в вооруженные банды какие-то и не устроили новую диктатуру, для того, чтобы по-новому начать вторжение в Украину или в страны Балтии, или задушить всех, кто попытается выйти из состава этой империи, это все-таки был бы лучший вариант. Я понимаю, что он в нынешних условиях представляется не очень вероятным, но это был бы лучший вариант. Оккупация, внешнее управление. Кстати, вот сразу оговорюсь. Мне кажется, что вот для так называемых хороших русских, которые очень переживают за то, что империя распадется, вот это для них идеальный сценарий. Потому что тогда как раз-таки победители, ну вот почему, например, не хотели раздела Германии после Первой мировой войны? Потому что контрибуцию удобнее собирать из одного государства, а не по отдельности с Баварией, с Саксонией, с Баден-Вюртемберга, как вот хорошо, а там уж как-нибудь там справиться внутри. И вот Германия возродилась. И гитлеровская потом оказалась еще страшнее и опаснее. Ну так вот, хорошие русские могли бы сами упрашивать и настаивать, вы там, мы сами уже ничего не можем поделать, но вы там разбомбите, захватите, а нас назначьте наместниками, и тогда и империя не распадется. Почему я вот не слышу от них этих речей? Вот какой аргумент был бы полезный, и как бы тогда уже можно было бы вредить образованию башкирской независимости, если бы еще вот не абстрактно в Вашингтоне были бы против, а если бы там еще находились бы какие-нибудь части американского воинского контингента, с нынешним еще безумным Трампом. Но зато, конечно, уже все, не было бы никакого пригожинского мятежа, ну вот в таком вот проявлении, когда там с танками, с артиллерией, Максим, только банды какие-то были бы. все же, я это Ну, вообще возвращаясь. исключаю этот вариант, потому что, ну, во-первых, население, само население, оно не готово к тому, что кто-то придет, оккупирует и будет ими править. И учитывая, что, еще раз говорю, что это ядерная держава, скорее всего, этого не будет. Просто, ну, вот давай другой вариант, что вот империя распадается, кризис власти, и вот на территории сегодняшней Ленинградской области, города Санкт-Петербурга, надо брать власть. Вот и убедить население, что нужно отсоединяться и так далее. Они снова там переучреждать федерацию с обновленными какими-то договорами.
Все это уже было. Вот аргумент о том, что граждане государств, которые говорят на одном языке, у них одна религия, одна культура, как они могут распадаться? Этот аргумент давным-давно опровергнут распадом, ну вот, например, Испанской империи, где образовались во всей Латинской Америке, за исключением Бразилии и еще нескольких маленьких государств, сплошь, вот к югу от Соединенных Штатов, это все сплошь испаноязычные страны, где почти все население католики, где слушают одну и ту же музыку, смотрят одни и те же сериалы, но это совершенно разные государства. Они еще и враждовали достаточно долго между собой, пока все это стабилизировалось. Хотя непонятно почему. Как вот Симон Боливар, борец с испанским империализмом, мечтал о том, чтобы появились такие вот американские, ну, получается, испаноязычные новые Соединенные Штаты, и ничего не получилось, потому что люди в Аргентине не понимали, с какой стати столица будет, например, в Перу или в Колумбии, а почему не у нас, и вообще почему это за нас будут решать, нам ничего не нужно, вот от Колумбии, от Перу или от Чили, мы сами у себя справимся, как нам эти вопросы решать. Вот что действовало. Но это-то еще ладно, это там в Америке территории большие, но еще ярче пример, я уж прошу прощения, что к историческим апеллирую, не всем понятно, просто не все знают, что нет никакого бельгийского языка, что в Бельгии говорят на французском и на голландском, а как же тогда такое государство возникло? А потому что на каком-то этапе в 1830 году жители вокруг Брюсселя просто устали от того, что за них все решают в Нидерландах, в Амстердаме, и решили сами за себя. Маленькая революция, практически бескровная, и вот образовалось, откуда ни возьмись, государство Бельгия. Вот как так могло получиться, откуда же оно взялось и до сих пор существует, и люди себя называют бельгийцы, хотя, еще раз повторюсь, они не говорят на бельгийском языке, половина из них протестанты, половина из них католики, а нация образовалась, политическая нация. Но вот нечто подобное будет и в нашем случае. Ну вот еще более, может быть, яркий пример, это так называемый англосаксонский мир, когда от Канады до Новой Зеландии говорят на одном и том же языке, тоже общая культура, в основном протестанты, но это разные государства, совершенно независимые. Если уж где они враждуют, то, как правило, там в области спорта. Вот Кстати, так вот все происходит. Кстати, Максим, ты отвечаешь сейчас как раз скажем так, аргументы Бориса Надеждина, который недавно, буквально там его видео всплыло в интернете, где он там перед какой-то аудиторией выступает и говорит, что распад России невозможен, потому что сегодня все на территории России все разговаривают на русском языке. И даже армяне, проживающие на территории России, и евреи, и даже татары, которых там 6 миллионов, и 4,5 миллиона считают татарский язык своим родным языком, но все равно все они говорят на русском языке, а значит, нечего даже бухтеть, что Россия может распасться. Вот, как раз ты отвечаешь. Это такой позор вообще-то для Надеждина. Я видел этот эпизод, и невежество, и убожество какое-то в этом во всем. Но тогда непонятно, как существует больше 20 арабских государств, арабских суннитских государств, где тоже все вот говорят на одном и том же языке, только с небольшими диалектами. Во всяком случае, в Википедии всего одна статья с арабским языком, то есть для всех государств. Но отдельно египетский, но почти полностью там все повторяет. А все разные страны, и все попытки вот панарабизма, создать какое-то общее, ничего не получалось. Все вот как-то, как распалась империя когда-то еще, ну, последний, наверное, Омейядов, ну, в общем, халифат. Да, и с тех пор не получалось ничего объединять, либо это были все-таки чуждые, пусть и мусульмане, империалисты типа турок, которые пытались возродить эту империю, но уже немножко по-своему, либо быстро наступали какие-то конфликты, не обязательно вооруженные, а там, может, экономические противоречия, и образовались где-то побольше государств арабских, где-то поменьше, и это все континентальное. Они не разделены, это не на разных островах, ну, как говорят, ночь там за океаном Америка. Вот, мол, поэтому англичане ее не удержали. Хотя по-разному, Канаду-то удержали, например. Ну так вот, ну не действует вся эта логика, и когда Надеждин рассказывает о том, что раз все говорят на русском языке, так как же хорошо там всем, и сколько вот уже и ассимилированных, и свои родные языки позабывали, но это само по себе вообще гадко и отвратительно. А главное, что абсолютно непонимание. Но не действует фактор вот общего языка, общей религии, традиции на то, чтобы непременно все продолжали жить в одном непременно единственном государстве. Вот, кстати, арабский мир тоже очень показателен в этом плане. Уже в 20 веке были попытки создавать новые, объединяться в государствах, когда Египет, Сирия объединялся, и все равно это два разных государства. Да, я согласен полностью. И вот даже видео выпускал именно по Надеждину. И как раз там вот Советский Союз взять. Наверное,
на территории Советского Союза, ну, подавляющее большинство, если не разговаривало, то как минимум понимало русский язык. И это можно, ну, даже сегодня, если проехаться по бывшим союзным государствам, и кто разговаривает на русском языке? В Грузии, Латвии, Эстонии, Казахстане. Обычно, как правило, в большинстве своем это те, кто и пожил при Советском Союзе. Пожил, учился, вот эти люди. И ничто это же не помешало развалиться Советскому Союзу по национальному признаку, вне зависимости от того, разговаривает вообще или не разговаривает. Ну вот Ирландия, здесь да, то Ирландия, которая тоже практически вот только забыла свой хотел язык. сказать. Да, вот невежество как раз-таки очень характерное для вот этих, вот для представителей русского мира и Надеждин. А как же тогда появилась независимая Ирландия, если там, да, действительно, вот столетия английского господства привели к тому, что, да, на гельском практически никто не говорит, но это кельтский язык, он совершенно другой. Да, все говорят на английском, на прекрасном английском языке, потому что столетиями его преподавали в школах, столетиями надо было делать карьеру только с английским языком. Ирландцы говорят на английском языке. Но, тем не менее, это независимое государство, за которое им уже в 20 веке в начале пришлось серьезно побороться, в том числе и вооруженным путем. Еще более, может быть, даже по-своему показательный, например, Шотландии. Но это уже другая история, потому что в Лондоне никто не боится проведения референдумов о провозглашении в Шотландии независимости, где тоже, конечно же, все давным-давно говорят на английском языке, тоже забыв вот свой вариант кельтского, гельского языка в Шотландии. И ничего страшного. Приезжаешь в Шотландию, они говорят, мы шотландцы. Хотя как вот внешне отличить? Ну, там, может, фактор чуть-чуть действует религиозный, хотя для демократии это не важно. Так вот, возвращаясь к тому, как все это может происходить, в том числе и вот на примере Шотландии или Квебека в Канаде, когда проходят референдумы, никто не боится, а часть государства не отделяется, а остается в составе более крупного образования. Это все не одномоментно происходит. И вот тут пример Балтии, где не побоялись в годы перестройки начать проводить какие-то первые там робкие шаги, декларации, вот, о суверенитете, но это даже попозже было. Для начала просто общие какие-то самые формы, например, как вот мы будем с налогами действовать, если у нас есть какое-то хотя бы самоуправление окрепшее, а зачем мы налоги перечисляем, например, в Москву? Я не могу представить себе регион, где вот граждане проголосовали бы за то, чтобы наши доходы, особенно если это приличные доходы с ресурсов, чтобы они почему-то шли в Москву. Такого не может быть. И вот если граждане так проголосовали, это первый самый очевидный шаг. Потом хорошо, дальше вот безобидное вроде бы решение, а чьи законы важнее, которые мы здесь приняли или которые нам из Москвы навязывают? Опять-таки, логическим образом кажется, что, ну, конечно, приоритет должен быть, да, это мы делегируем, если захотим, полномочия, как вот в случае с Соединенными Штатами, когда это реальный федерализм, что если внешняя политика, война, это, да, это президент пусть там занимается, но внутри своего штата, это вообще штат искаженный, это state, государство, мы все решаем сами, все, кроме вот внешней политики. И вот эта вот цепочка подобных решений или референдумов, и главное, прецеденты даже были. Это было вот в моем родном Санкт-Петербурге в 1993 году, когда был референдум за повышение статуса региона до уровня автономной республики. Потому что тогда, в 1993 году, вот, например, в Башкортостане, при феодале Рахимове, все-таки были какие-то вот рычаги, в том числе очень полезные, связанные с налогами, сколько мы в Москву будем перечислять, а сколько оставлять себе, если эти доходы позволяют, и Москву не спрашивать, например, потому что у нас вот автономное образование. Ну, сейчас все это ликвидировано, конечно же, а тогда действовало. Так вот, мы в Санкт-Петербурге, имя тогда уже вернулось, тоже хотим вот решать. И горожане проголосовали подавляющее большинство за эти изменения, которые просто в Москве проигнорировали, ничего не произошло. Это, при этом горожане же не говорили, мы хотим там отделиться, нам вот непременно нужно свое государство. Но это был один из важнейших шагов, и цепочка таких шагов, если бы все было нормально, конечно же, она бы и привела к тому, что на каком-то этапе с удивлением вот выясняется, что на Олимпиаду едет команда от Ингрии отдельно, а команда от Москвы отдельно. Ну вот в этом вся вражда бы, наверное, бы и завершилась. Только вот в спортивных состязаниях. Но это при нормальном течении обстоятельств, потому что, когда рассказывают москоцентристы про распад государств, они очень любят сразу припоминать Югославию, хотя и не все республики югославские кровавым образом отделились.
Черногории никто не погиб, в Северной Македонии никто не погиб, когда появились независимые государства. Ну так вот, но почему-то очень не любят про Чехию и Словакию рассказывать. Почему они разделились, как так произошло, кто там пострадал, что вместо единой Чехословакии стало два новых государства, тихо и мирно. Никто не пострадал. И когда Норвегия от Швеции отделилась, вот они, примеры в Европе, и твоя родина, и моя родина находятся вообще-то в Европе. И вот здесь вот нам все эти примеры гораздо ближе и роднее. И в том числе, ну вот то, чем я занимаюсь фактически каждый день, это вот пишу, рассказываю, пусть там маленькими шажками, у меня нету ресурса в виде Первого канала, чтобы масштабная аудитория была, но дальше происходит то, что ты уже упомянул, когда вот мы своими маленькими публикациями где-то вот в соцсетях, но пробуждаем или можем заинтересовать других людей, а дальше, если это все стало интересно, ты его упомянул, рэперу Оксимирону, и он в одном из своих треков, причем это не то, чтобы трек за независимость, за отделение, просто вот он упоминает всего три слова: «Ингри будет свободной». А там, да, больше 25 миллионов просмотров в итоге, когда на концертах он поет, замолкает, там весь зал подхватывает, это все уже давно произошло. Ну, понятно, что он тоже преступник теперь, иностранный агент, это вообще никак недопустимо. Аналогичная история с Олегом Куваевым, которого ты тоже упомянул. Выдающийся аниматор, создатель культовой «Масяни». Когда-то это были просто забавные, интересные мультфильмы, еще там четверть века назад. А потом вот в том числе, ну и так у него Ингри там регулярно упоминается эта тема, он же продолжает рисовать эти серии, но есть целая серия про то, как Ингрия независимое государство. И там тоже сотни тысяч просмотров, тысячи комментариев. То все это шагает вот внутрь людей. Я уж не говорю про писателей, про художников, которые это рисуют. Они известны у нас в регионе, но не так уже, может быть, известны на территории Путинской империи. Конечно, все это дальше и действует. Вот именно вот так вот через культуру. А потом на каком-то этапе все это в сознании превращается в нечто само собой разумеющееся. Здесь тоже вот очень, наверное, поучителен пример стран Балтии, у которых, или Финляндии, где никогда не было независимости, и это все произошло достаточно неожиданно и спонтанно, не было вот какого-то столетнего движения, сопротивления, чтобы там какие-то Кроме партизанские Литвы, наверное. отряды. Давай Литву Литва отделим. отдельно, да, хорошо, Литва отдельно, потому что Великое княжество Литовское, независимое государство, Речь Посполитая, да, это возрождение было. Но Латвия и Эстония, непонятно, как это произошло. Более того, ну вот мне ближе пример Латвии известен, это же было буквально вот там за 10 лет до провозглашения независимой Латвии, когда до того все, на что претендовали активисты, потому что там царское правительство тоже своей русификацией ограничивало, лишний раз там и песню-то не споешь на родном языке, и на газету на родном языке надо получать разрешение. И кто-то вот из политэмигрантов, кстати, а вовсе не внутри, написал там публикацию: а не пора ли нам, вот, друзья, вообще задуматься о том, чтобы наша вот родина, Латвия, может быть, даже независимой страной бы на каком-то этапе стала. И кто набросился? Хорошие латыши, что ты нам сейчас все испортишь. Сейчас царское правительство, которое вроде бы чуть-чуть вот на что-то согласно, сейчас вот все жестко закрутит, сейчас вот такое начнется, не надо его провоцировать, не надо вообще об этом заикаться, а проходит 10 лет и образуется независимое латышское государство, и люди, которые его провозглашали, их никто не выбирал, не было какого-то референдума, это были активисты, как бы мы сейчас сказали. Это была достаточно небольшая группа людей, которые просто берут на себя ответственность, которые подписывают декларацию, чудо не происходит на следующий же день, но делают вот такой вот первый шаг, что мы говорим о том, что мы создаем независимое латвийское государство. Ну вот в Эстонии аналогичным образом. Хотя там война, страна оккупирована, то ее оккупировали немецкие части, потом приходят уже большевистские части, потом белогвардейские, ну, в случае с Латвией это Бермонт-Авалов, он должен был идти на Петроград, но для начала решил навести порядок вот в нашей исконной российской имперской провинции, но у него, к счастью, ничего не получилось, латыши отстояли Ригу, разбили его, а потом вообще потеряли интерес. Как можно белым помогать в таком случае, если они такие же империалисты, хотят победить красных только для того, чтобы возродить свою империю, и лишили себя союзников. Очень, кстати, поучительный пример на будущее. Вот, всем, в том числе я про это тоже регулярно рассказываю. Ну так вот, открывается окно возможностей, а дальше просто вот лишь бы хватило разума, например. Тут вот про Кумандыкский коридор, да, например, то, что я каждый раз переживаю, про передел границ. Потому что границы были начерчены и существовали, вот особенно вон с Литвой, совершенно разные. Но вот на момент распада очень важно все-таки придерживаться того, что
может быть, не очень справедливо, не очень вот как-то правильно, но вот досталось. Советский Союз распался по границам, которые были начерчены, что уж скрывать, в Москве. Не раз менялись и перечерчивались, совершенно произвольно, иногда просто по линейке. Но только вот в этой Российской Федерации, которая никакая не федерация, эти границы пытаются переделивать, вмешиваться. А дальше большинство остальных государств, ну, что досталось, приняли, да, вот в Литве. Ну, хорошо, что Вильнюс есть, например. А было когда-то до Черного моря. Но это был бы тупик. Вот вспоминать о том, чем наши деды владели. Или в случае, вот да, с Латвией, потому что Абринская волость, Абринский уезд, это теперь часть Псковской области. А это была территория независимой Латвии с договорами подписанными когда-то, в Кремле в том числе. Но все, вот 91 год, точка отсчета, дальше строим свое независимое государство. И вот этого бы избежать, потому что идеальный вариант, на мой взгляд, сейчас около 80 субъектов, чтобы все они стали независимыми, а дальше уже, если кому-то хочется с кем-то объединяться, создавать экономические союзы, политические союзы, вот в такой последовательности, а не наоборот, когда в Москве какие-то хорошие русские решают, ну ладно, так и быть, Чечне мы независимость, например, согласны предоставить, а Якутии, Саха-Якутии нет, например. Это недопустимо никак. Это должно быть все в обратной последовательности. Это когда в Якутске, например, люди сами решают, нужно ли нам что-то от Москвы, или нам важнее заключить экономическое политическое соглашение с Уфой. Вот это да, вот это нам точно важно и нужно. От Москвы нам ничего не нужно. И вот понимание, осознание вот этого всего, ну, в том числе через наши беседы, диалоги, потому что тут тоже очень важный урок 90-х годов, когда Чечня фактически стала независимой, по факту. Причем вся эта могущественная российская армия ничего не могла поделать. Со второго раза только Чечню удалось военным путем заново завоевать. Но тогда вот Чечню никто не поддерживал, не было координации других движений. К несчастью, в таких очень сильных автономиях, как Татарстан и Башкортостан, у власти были, ну, как я уже сказал, феодалы, которые на словах могли, как, ну, в зависимости от того, как менялась конъюнктура, да, там вспоминать о корнях, а могли и переметнуться на сторону Москвы, или в случае с Уралом. Там бросили, кстати, тоже хороший пример. Уральская республика, даже успели напечатать свои квази-деньги, франки уральские, потому что нам в Свердловске, в Екатеринбурге и ничего от Москвы не нужно. Хотим вот свою собственную республику. Так вот тогда все это в 90-е годы и могло решиться. И может быть даже и сравнительно мирно. Вот эти уроки все надо было бы извлечь, в том числе через наше взаимодействие нас вот с борцами за независимость Башкортостана, нас вместе с теми, кто борется за независимость Татарстана, Саха-Якутии, Краснодарского края или Мурманской области, ну уж тем более Дальнего Востока, чтобы все это было согласовано в одно и то же время, ну и тогда уже Москва, конечно, вообще никак не справится. Да, кстати, я же написал книгу недавно, «Путь к свободе» называется. Я там описываю вот этот, у меня целый раздел есть по поводу отдельного русского государства. И вообще то, что я именно там говорю о том, что нам выгодно, чтобы на территории сегодняшней России появились не только национальные независимые государства, но и новые независимые государства с русским населением. Там я упоминаю и Уральскую республику, и другие регионы. И вообще было бы хорошо, чтобы вот у русских, если они хотят сохранить там свое ядро, свою национальность, не разделиться на какие-то там идентичности региональные, создать свое русское государство на территории бывшего, там, ну, там, условно, Золотого кольца там, или Центрального федерального округа, кто согласится с ними там остаться. А остальные регионы должны получить независимость. Но смотри, я здесь как бы по поводу границ, по поводу Куландыкского коридора, я тоже там, кстати, пишу, и очень большой у меня есть раздел по поводу Куландыкского коридора. Я тоже пишу, что максимально надо стараться мирно решить этот вопрос. Сейчас можно решать по-разному. Можно купить территорию, можно обменять территорию, чтобы был выход на... Это все равно как бы для нас это какая-никакая страховка. Когда мало ли там через условные 30 лет придет Путин-2 и опять там начнет, возможно, может быть и сохранит национальные республики как независимое государство, но остальные территории там вернет и устроит блокаду, да, и тогда как бы будет тяжело. Ну, в общем, это все дискуссионно, это все так. Я просто к тому сейчас хотел, Максим, спросить. Вот у тебя фамилия Хузахметов. Не русская, явно не русская фамилия. Человек с нерусской фамилией топит за независимую Ингрию.
Расскажи, пожалуйста, о своих корнях, откуда ты, кто твои были предки. Да, трудно мне претендовать на статус русского националиста, потому что, ну, понятно по фамилии, что отец мой имеет татарское происхождение, а у матери как раз-таки э, там больше еврейских корней, ну и русских тоже. Но я родился в Ленинграде, все мое детство, юность, молодость и до 50 лет я жил в этом вот городе, поэтому, ну, мое сердце там, ничего мне другого было не нужно, я думал, что всю жизнь там проживу и умру вот в своих этих родных ингерманландских пасторалях. Все это равнина, все это леса, реки, озера. Не очень, может быть, идеальный климат, но мне там все было нормально, я с детства привык, поэтому я мечтаю о самом благополучном и счастливом будущем для своего родного региона. А оно может быть только в составе свободного демократического государства, а не чьей-то колонии. Конечно же, независимого. Эту независимость, ну, мы уже приводили примеры, регион когда-то и имел, и на сегодняшний день давным-давно заслужил, поэтому делаю все возможное, чтобы это произошло как можно скорее и как можно более мирным путем. И, кстати, вот то, что я-то и хотел эту тему развить, и ты вот ее уже упомянул, конечно, совершенно не обязательно завоевывать какие-то территории, решая проблемы. Здесь есть прекрасный пример. Это вот между Литвой, где находишься ты, и Латвией, где сейчас нахожусь я. Потому что с образованием независимых государств получилось так, что Литва не получила практически выход к морю, опять-таки этот зловещий, злополучный, но он был очень важен вот на том этапе, потому что выход к Балтике имели тогда Германия, это Пруссия, ну а у Латвии очень много побережья. И в итоге договорились, что вот Латвия уступает, обменивались территорией, причем Литва передала больше плодородных земель, а Латвия отдала вот участок побережья, где только песок, все равно ничего не растет, крестьянам ничего не надо, а если рыбакам, так хватает и других. Ну, там было в основном пустынное. Это вот где Паланга современная. В итоге все равно главный-то порт Клайпеда стал литовский, ну тоже не будем погружаться, как именно все это произошло из Мемеля. Но не важно. Важно, что вот на каком-то этапе удалось договориться, не надо было никому ни с кем воевать, не надо было устраивать вторжение, потому что нам вот просто вот позарез нужен выход к морю. Это просто без конца оправдание, почему Иван Грозный начал Ливонскую войну. За выход к морю, хотя выход к морю был. Почему Петр I напал на Швецию? За выход к морю. Хотя каким-то образом, еще раз повторюсь, непонятно, как тогда Швейцария уже в то время существовала и не бедствовала. Вообще-то, если выхода к морю не было. Ну так вот, если через вот в том числе и осознание всего этого, через понимание, через договоренности удастся преодолеть заранее все эти проблемы, ну я тоже, наверное, вот свою точку зрения выскажу на вот этот апокалиптический сценарий, что распад обязательно приведет к тому, что все превратится в сплошной Карабах. Вот все, превратиться все по-другому быть не может. Во-первых, Карабахский конфликт закончился у нас на глазах. К сожалению, не бескровно. Но, тем не менее, по тем же границам, которые существовали вот на момент 91 года. Вот какие были, вот все к тем границам и вернулось. Те жители Карабаха, ну, армяне, я имею в виду в первую очередь, которые не хотели оставаться в составе Азербайджана, они уехали. И вот это вот то, о чем ты говоришь, это очень важное тоже понимание, потому что все давным-давно придумано. Если финны переживают за своих этнических соотечественников, которые оказались в другой стране, то они не завоевание устраивают, а сделают программу репатриации. То же самое в Германии происходит. Во многих других странах, когда ты говоришь, что вот у меня там корни, хочу жить со своими предками, но вот я родился, вот так вот получилось в другой стране, тебя принимают. Это нормально совершенно. И если, например, кто-то из жителей, уроженцев Башкортостана не захочет учить башкирский язык, например, ну не хочет он, вот не нравится ему, что там господствующей религией будет ислам, то это нормально, что он по своим корням где-то вот подает документы, рассматриваются, и в том числе под обязательство соблюдать демократические законы, а не устраивать какую-нибудь новую армию вторжения, его принимают. Ну, вот, например, в нашем регионе. Это естественный и правильный процесс, а не защита русского мира. Ах, вот в Донбассе, видите ли, людей заставляют учить украинский язык, притесняют их на этой почве, ну все, кровавое завоевание. Это все вот только вот на сегодняшний день, все вот это безумие может быть только в головах вот москвоцентристов, и только вот суть этой ужасной
чудовищно агрессивной империи. Больше так нигде. Никто ничего не решает. Ну вот Китай еще. Печальный такой пример, к Кстати, сожалению, но отдельная история. Кстати, Максим, по поводу вот обмена территорий, можно привести более ранний такой пример, когда Украина обменялась территорией с Молдовой уже после распада СССР. Там небольшой участок территории она отдала, буквально совершенно маленький, там шириной в 2 километра, но это был выход к морю для Молдовы. И теперь у них есть порт свой. Вот. Так что вполне все можно договориться, я согласен. Да все можно, и даже если государство не согласно, там есть просто прецеденты, и не хочу погружаться, когда можно обращаться в ООН к международному сообществу, и там вот, ну, могут надавить на государство, которое не хочет поступиться куском. Чаще всего это вообще какая-нибудь территория, там, может быть, даже полупустыни. Ну вот, или там с торгом, что ну вот так и так, давайте, всем будет лучше, только вот так вот сделаем, и главное, чтобы никто не погиб под давлением там, международного же сообщества. Такие тоже прецеденты есть. С обменом, с покупкой территории это прекрасный вариант. Кстати, даже в этой чертовой империи есть вот прекрасные образцы, когда просто вот годовщина только сейчас была, Аляску, когда Российская империя продала Соединенным Штатам. Никто никого не завоевывал, никого не убили. Кстати, многие думают, что это Екатерина продала, хотя это было при Александре II. Дремучее невежество, позорное, непонятно откуда взялось, но когда люди, не заглядывая ни в какие книги, просто легко уверенно про это говорят, потом поют в песнях. Екатерина была не права, возвращай-ка Америку взад, это вообще был договор аренды, ничего не зная. Хотя все известно, все сохранилось. Но просто в случае с Соединенными Штатами это далеко не единственный прецедент. И вот аукается вот он почему-то только в Москве. Что-то никто в Париже не проводит дискуссии, не кричит там с экрана федерального телевидения: отдавайте нам взад Луизиану, потому что она наша, французская, а Наполеон нечестно ее продал и вообще в аренду сдавал. Все давным-давно Или пережили. штат Техаса у Мексики купили. То же самое. Ну, там посложнее была история. Все-таки тут-то чистая была покупка, что Луизианы, что Аляски. Ну, в общем, там острова американцы покупали. Да, прецеденты все есть. Совершенно не обязательно, чтобы это были кровавые завоевания. И все эти процессы могут затягиваться на десятилетия, даже если срочно что-то нужно. Свет и просвещение творит чудеса, хоть и не быстро. Тогда на этой ноте пожелаем Ингерманландии в будущем успешного строительства независимого государства, мирного отделения от метрополии, от этой кровавой империи. Ну и всем нам пожелаем независимости, удачи, успехов. Спасибо большое, Максим. Если есть что сказать нашим зрителям, у тебя есть возможность. Башкортостан будет свободным, и все колонизованные Московией рано или поздно территории должны обрести независимость. А для нового государства в пределах вот существующих границ Московской области вполне хватает территории для того, чтобы появилось некое подобие Австрии, где нет нефти и газа. Кстати, самое благополучное из государств бывшей Австро-Венгерской континентальной империи, у которой вообще-то достаточно нормальные связи с своими бывшими полуколониями. Можно насквозь вообще проехать всю Европу, не встретив ни одного шлагбаума, никакой колючей проволоки, но мы просто про это не говорили. Многие себе представляют, что раз независимое государство, то значит будет много пограничников. Нет. Если все правильно организовано, то никто их не видит. Ни пограничников, ни таможенников. Ну и желаю, соответственно, нам всем, сторонникам независимых государств, чтобы именно вот такие были независимые новые страны, чтобы можно было доехать из Уфы в Санкт-Петербург, не встретив ни одного шлагбаума и нигде не показывая паспорт, и тем не менее, чтобы на пути это были независимые государства. Спасибо большое, Максим. Спасибо за участие твое. Ну, надеемся, уверен, что так оно и будет. Да, спасибо. До свидания. Счастливо.